О самых главных событиях выходного дня и начала недели расскажем прямо сейчас. В студии с вами я, Алдына Айхвалык. Здравствуйте. Начнем выпуск. 12 марта свой профессиональный праздник отметили геодезисты и картографы республики. Весна – опасный период времени года как для автомобилистов, так и для пешеходов. Участились случаи обращения в травмпункт. Состоялась презентация книги о тувинской балерине Натальи Ажикмарушевой. В честь 8 марта женщины республики приняли участие в соревнованиях по мини-футболу. Ежегодно во второе воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы. В этом году он выпал на 12 марта. О редкой, но востребованной профессии картографа более подробно расскажет Айра Асад. Трудно передать тот труд, который был сделан для того, чтобы каждый метр нашей страны был измерен, записан и закартографирован. Начало этих работ приходится на время, когда еще не было тех технических средств, которыми располагают современные геодезисты сегодня. Благодаря их трудам современное общество имеет возможность доступа к открытым цифровым топографическим навигационным картам, атласам. Без участия данных специалистов невозможно работа территориального планирования, строительства, инженерно-геодезических, геологических изысканий, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства. Сегодня люди этой профессии по-прежнему востребованы, их труд ценен и важен. Вот так любимые всеми нами приложения, которые стоят сейчас в каждом телефоне, это вот Яндекс.Такси и так далее, в основе их всех лежит работа какого-то геодезиста. Кроме этого, важно отметить труды наших ветеранов в сфере геодезии. Сергея Викторовича Сватикова, Вениамина Владимировича Халагаева, Петра Ачировича Уланова, а также молодых практикующих геодезистов Андрея Анатольевича Левченко, Кандемира Чеченуловича Кулара и других. Впервые топографические работы в Туве сделаны Калгажиком Шактаржиком. Калгажик Андарович – первый кандидат географических наук Тувинской ССР. Также он является создателем географической карты Тувинской ССР. Год издания 1966. Управление Росреестра по Республике Тыва поздравляет работников в области геодезии и картографии с профессиональным праздником. Желает вам крепкого здоровья, успехов и удачи, ясной солнечной погоды в рабочие дни. Результатами труда столь редкой, но востребованной профессии мы пользуемся каждый раз, открывая в интернете карту любого места, прокладывая маршрут поездки по городу и уточняя границы земельного участка. Айра Асад, Магуш Белекоржак, телеканал Тува-24. На малой родине тувинской балерины Натальи Ажикмарушевой состоялась презентация книги о ее талантливой семье. И не только. О чем повествуется в книге тувинского ученого Любови Караол, узнавал мой коллега. В Сумоне-Сесерлык Пихемского района прошла презентация книги «История семьи Рушевых и ее родословной. Повезло мне и родом, и племенем». Именно в школе Сесерлыга находится один из музеев, посвященный творчеству Натальи Ажикмарушевой и ее родных. Школьный музей имени Натальи Дайдаловны Ажикмарушевой богат на экспонаты, но среди них есть одна, пожалуй, самая трогательная. Это женские часы «Чайка», которые родители купили Наде Рушевой к 8 марта. К сожалению, она его не получила. 6 марта она ушла из жизни. Весь мир знает талантливую художницу Надю Рушеву, каждое произведение, которое шедевр изобразительного искусства. Талантливы и ее родители. Наталья Ажикмарушева – первая тувинская балерина, и Николай Рушев – известный московский художник. Но мало кто знает истоки их семьи. Восполнить эту нишу взялась доцент Тувинского государственного университета Любовь Караол, общаясь с Натальей Дайдаловной Ажикмарушевой. Сначала я просто слушала, а потом, спустя некоторое время, ко мне пришла мысль, а почему я сижу, сложа руки? Потом, кто мне расскажет об этом? Мне надо все это зафиксировать. Я начала все это отмечать в своей тетради. Более 2 десятилетий понадобилось, чтобы обобщить, структурировать весь собранный материал. Понадобилось время на дополнение и корректировку рукописей. Некоторые главы публиковались в газете «Центр Азии». Повесть, рассказанная Натальей Ажикмарушевой Любови Салчаковне, вызвали интерес как в ученом мире, так и у жителей региона. В главе «Юрты моего детства» она рассказывает о 23 родах, представителях родов Салчак, Оюн,
МАДы. И даже есть представитель рода Соен, которые вот в то время были их переселенцами из Эрзинского кожуна. И она также рассказывает о Чинаревых, которые жили вот в Бичебаенколе. Стало возможным благодаря гранту Российского научного фонда по комплексному этногенетическому лингвоантропологическому исследованию родовых групп Тувы. Мы провели исследование в 2022 году, и самое первое у нас вот уже конечный результат, итог, это появление монографии Любовь Солчаковны Караул. Повезло мне и родом, и племенем, где акцентируется внимание роду Солчак. То есть здесь дана биография, история жизни Ажик Марушевой. Книга была прочитана и изучена родственниками Натальи Ажик Марушевой. По их словам, они очень довольны изданием, где четко, ясно прописана родословная Натальи Дойдаловны. Любовь Солчаковне удалось собрать такой большой, замечательный материал о родственниках Натальи Дойдаловны. Прописаны биографии, имена и даже места, где они жили. Это очень дорого стоит, и мы благодарны Любовь Солчаковне. Презентация книги удалась. Поздравить автора книги пришли ведущие ученые республики, педагоги, учащиеся Сесердской школы, артисты Муздрамтеатра и, конечно же, родственники семьи Рушевых. Тува в этом году богата на новые книги. Впереди еще презентация 2 изданий, касающихся родословных нашей республики. Сайгын Бербюш, Шолбан Монгуш, Юрий Кужигет, Софья Сая, Тува 24, Сумон-Цесерлик, Пихемский район. В республике с приходом весны на дорогах образовалась гололедица из-за перепада температур. Днем тепло и все тает, а вечером морозно и на дорогах скользко. Врачи назвали популярные травмы и подсказали, как их не получить. В Кызыле растут очереди в травмпункты. Более подробно тему продолжит наш корреспондент. Ранняя весна – самое непредсказуемое время года. Днем под лучами солнца снег активно тает. На улицах образуются лужи. А ночью устанавливается минусовая температура, и лужи превращаются в лед. К утру на дорогах и тротуарах становится очень скользко. Местная жительница Алдынай, проживающая на улице Красноармейская, 168, столкнулась с неприятной ситуацией. Заходя в подъезд, поскользнувшись, упала и получила серьезные повреждения на лице. 9 числа заходила в подъезд и не заметила вот эту торчащую трубу. Споткнулась и хотела выступить вперед, чтобы удержать равновесие. Получается, здесь на момент происшествия лежал еще лед. Я поскользнулась дальше и ударилась об железную дверь головой. После этого у меня образовалась огромная гематома, шишка на лбу. Врачи зафиксировали ушиб левого коленного сустава. Отправили к нейрохирургу. Врач после осмотра сообщает, что у меня огромная гематома, которая, если в течение недели не рассосется, то он отправляет, выписывает направление, чтобы хирургическим путем удаляли эту гематому. Гематома распространилась у Алдынай на половину лица, как огромный синяк. Кроме того, девушка повредила коленный сустав. Чья это вина или неосторожность самих жителей? Мы связались с управляющей компанией ЖУ-2. Специалист на другом конце провода уверила, что никакой наледи у входа в подъезд нет. Придомовая территория, то есть асфальтовое покрытие от снега было отдолблено, асфальт почищен был. Снег от кровли, от скатной кровли, сосульки убираются по мере появления у нас. У нас все контролируется. Измерение может быть лед, потому что там козырек над подъездной дверей. Со слов специалистов управляющей компании, асфальт был очищен ото льда. Но по факту мы увидели совсем другую картину. И пострадавшая намерена разобраться, подав в начале заявление в управляющую компанию. Очень узкую дорогу они пробили, вот нас этот убрали, и все. И полностью, чтобы убрать или обсыпывать там чем-то, они даже не собирались по ходу. Весной увеличивается количество пострадавших людей, обратившихся за помощью в травмпункт. Чаще люди падают при входе из машины, автобуса, при спуске с лестницы, когда идут по скользкой дороге, да еще отвлекаются на разговоры по телефону. В момент потепления, именно погодных условий, с появлением гололеда, в основном обращаются с травмами верхней и нижней конечности. Это получается переломы в области запястья. Если нижняя конечность, то это в области голеностопного сустава, и кто-то отделяется ушибами.
Только за сутки в медпункт обращаются 30-40 человек с различными травмами, а за период с Нового года число потерпевших составило более 300 человек. Падая, человек рефлекторно пытается себя постраховать и выставляет вперед руку, сгибая ее в лучезапястном суставе. Вот лучевая кость чаще всего и ломается. Быть более аккуратными, передвигаться осторожно, все-таки гололед. Ну и женщин просим не ходить на высоких каблуках, ну а граждан вблизи зданий и деревьев. Ну то есть просто осматриваться вокруг да около. Помните, лучшая профилактика травм – это внимательность и осторожность. Чтобы избежать падения при передвижении по скользким улицам, постарайтесь соблюдать несколько простых правил. Надевайте удобную, на устойчивом каблуке не скользкую обувь. Выбирайте более безопасный путь. Идите там, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение. Не держите руки в карманах. Свободными руками проще контролировать равновесие. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Всем пешеходам нужно помнить о скользкой дороге, на улицах быть более внимательными и смотреть по сторонам и под ноги. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Биля Коржик, телеканал Тува-24. Душевный флешмоб «Обниму бесплатно» прошел в Туве. Уныние мало кому нравится, поэтому было решено ввести запрет на это чувство. Так, активисты молодежного движения Республики Добрые сердца Тувы провели оригинальный флешмоб, который также прошел в разных уголках планеты. Суть его проста. Нужно обнять как можно больше незнакомых людей. Активисты вышли на Тувинский Арбат в национальных костюмах и обнимали своих земляков. А также на тувинском языке рассказывали пословицы про друзей, семью и родину. По мнению психотерапевтов, человеку для хорошего самочувствия необходимо 8 объятий в день. Жители и гости с удивлением и радостью реагировали на предложение активистов. Никто не остался равнодушным к бесплатным объятиям, ведь это огромный процесс обмена энергией, причем положительный. Напомним, что 12 марта в России отмечают День запрета на уныние. Автономная общественная организация хранителей историко-культурного наследия, созданная на базе Национального архива, стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Что необходимо для реализации конкурсного проекта, узнавал Сайгын Бирбю. 20 мая 1943 года в Кызыле проводили на фронт первых 10 тувинских добровольцев, танкистов. Именно к этой дате и приурочен проект исторической реконструкции «Тувинским добровольцам посвящается». Опыт проведения исторической реконструкции, особенно военной, в нашей республике отсутствует. Проект «Тувинским добровольцам посвящается» станет для Тувы первым, касающийся истории региона. Проект исторической реконструкции был задуман коллективный. Это коллективный труд. Мы представляем общественную организацию хранителей историко-культурного наследия, созданная на базе Национального архива. И мы с коллективом, с командой проекта думали, предполагали, что такого создать, чтобы это было интересно, чтобы это было ново. Продуктом коллективного труда и стала историческая реконструкция проводов добровольцев-танкистов. Кроме того, что они стали первыми тувинцами, отправившимися на фронт, в их истории есть нюансы. В одних источниках танкистов было 10, в других 11. Согласно официальным документам, вообще их 10. Согласно официальным. Но позже, уже по воспоминаниям, по книге памяти, согласно книге памяти изданной, Уйнукол Дангак был 11-м, который присоединился к отряду добровольцев уже чуть позже. Возможно, среди провожающих находился и Уйнукол Дангак, прошедший танкистскую подготовку. 20 мая Уйнукол был зачислен в состав отряда и отправился за товарищами по зову сердца. Весь тувинский народ, выражая горячие симпатии лучшему другу народно-революционной Тувы, Союзу Советских Социалистических Республик, в его исторической Великой Всенародной войне с гитлеровской Германией, заявил о своей готовности с оружием в руках бороться вместе с советским народом до полной победы над общим врагом германским фашизмом.
Работа предстоит сложная. Над сценарием реконструкции работает руководитель литературно-драматической части Тувинского муздрамтеатра Виктория Хамушку. В режиссерской работе занят главный режиссер муздрамтеатра Сайдаш Монгуш. Начат кастинг на роли самих танкистов-добровольцев. Нам, конечно, для исторической достоверности требуются молодые люди тувинской национальности 20-33 лет. Вот такой возрастной диапазон, которые максимально бы подходили и по росту, и по весу, и по внешним данным тем тувинским добровольцам, танкистам. Вся информация о проекте размещена на официальном сайте и в социальных сетях Национального архива Тувы, где представлены образцы заявки, которые вместе с фотографиями можно направлять по электронной почте архива. Если нет возможности, то можно подойти в сам архив по адресу город Кызыл, улица Кичилола, 91. К сожалению, мой возраст не позволяет принять участие в проекте, но для молодых земляков есть еще время подать заявку и стать частью истории тувинских добровольцев. Сайгын Бирбю, Буян Монгуш, Пелекоржак, Тува 24. 12 марта для всех желающих женщин провели прием нормативов ГТО. Свою готовность к труду и обороне девушки проверили в честь прошедшего Международного женского дня. Тему продолжит моя коллега. Юнзен Ондар, студентка 3-го курса Кызылского транспортного техникума. Несмотря на то, что она сегодня впервые сдает нормативы ГТО, результаты хорошие, уверенно идет на золото. Да и спорт в жизни студентки был всегда. Мы сегодня сдали пресс, прыжку в длину, челночный бег, подтягивание, отжимания и так далее. Для чего нужен ГТО? Для того, чтобы поступить в вуз и набрать баллы. А для меня это поступить на селевое, и это плюс для меня. И, конечно, для себя тоже. Недавно я получила золотую медаль по гировому спорту. Для получения знака отличия и золотого значка в возрастной категории от 18 до 24 лет необходимо выполнить 9 испытаний. Среди них бег на разные дистанции, подтягивание, прыжок в длину, метание спортивного снаряда и другие. Принимаем всех желающих с 6 лет до 70 лет. Основные нормативы – это бег, подтягивание, прыжок в длину, еще челночный бег, метание граната. Давайте пришли 15 человек, но в основном прошли, все сдали успешно. В честь прошедшего Международного женского дня нормативы сдали около 20 женщин до 45 лет. А мы напомним, что нормы ГТО может сдать любой желающий. Ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина. Айра Сашулба Магуш, Айдын Кула, телеканал Тува-24. В столице Тувы в Госфилармонии состоялась очередная игра сезона – музыкальный кубок КВН. В играх приняли участие школьные и молодежные команды республики. Подробнее расскажет Инна Клоян. День в одинаковой одежде уже как 18 лет. А мама все равно больше меня любит. На КВНовской сцене, как и в жизни, наступила весна. Музыкальный кубок должен был достаться самой музыкальной и в то же время смешной команде. Тема свободная. КВНчикам предстояло подготовить лишь один конкурс – музыкальный. Азамат, а что ты подготовил на музыкальный кубок? Рэп. С каждым днем я становлюсь все злей. Маршрутка стоит 28 рублей. Что за козлы? Стоп! Что ты поешь? Ты после этого не боишься садиться в маршрутку? Нет. В борьбе за музыкальный кубок встретились 9 команд, представляющих школьников и студентов. Ребята из разных учебных заведений Кажунов и городов республики. Команду под названием «Верховье» не понаслышке знают, как в селе Сарыксеп, так и в городе Кызыле. Опыт на сцене уже наработан. КВН – это прекрасная возможность развить себя и показать свое актерское мастерство. Это дает нам прекрасный опыт общения и коммуникации. Я не хотела бы как-то принижать кого-то или возвышать, но я думаю, у нас у всех есть возможность выиграть. В
В КВН играют как новички, так и те, которые ранее выходили на сцену. Еще одна узнаваемая команда под названием «За углом». Ее представляют школьники первой коктейской школы. Это их третья совместная игра. Для нас КВН – это развитие, способ показать себя. У нас, как всегда, боевой настрой. Считаем, что у нас большие шансы выиграть. А кызылскую команду представляют ученики 11-й школы. Они также вышли на сцену в третий раз. Команда уверена в своих силах, и все надеются, что они пройдут дальше. Мы получаем очень большое удовольствие от игры, набираемся опыта от игры. Для нас важна эта игра, особенно сегодняшняя, кубок. Каковы ваши шансы выиграть сегодняшней игре? 10 из 10. Сегодня зрители смогли увидеть формально две игры – молодежный кубок и кубок юниор-лиги «Центр Азии». У нас проходит очередной сезон КВН, то есть был фестиваль, сейчас уже получается это второй этап. Мы проводим в этом году в формате кубков, то есть это музыкальный кубок, дальше будет финал в формате суперкубка, то есть где мы выявим чемпиона сезона. То есть сейчас промежуточная стадия, команды показывают рост, как они выросли за определенный период, ну и, соответственно, радуют детей своих болельщиков, жюри. И, конечно же, наступила весна. Это значит, пора веселья и радости. Мы любим весну и любим КВН. По итогу игры музыкальный кубок среди школьников забрали учащиеся Кызылского президентского кадетского училища. А среди студентов музыкальный кубок завоевала девчачья команда под названием «Тигры». Инна Клоян, Шалбалмангуш, Софья Сая, телеканал Тува-24. Футбол не женский вид спорта. Это утверждение давно не факт. Отбросив все стереотипы, женщины Тувы состязались в республиканском турнире по мини-футболу. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Ирбис» в честь Международного женского дня. Сколько команд приняло участие и какую игру показали представительницы прекрасного пола, расскажет Айра Асад. Скорость, техничность, точные пасы и сильные удары. В игре каждой команды чувствуется большой заряд на победу. Девушки показывают азартную и напряженную игру. Голы забивают уже в первые минуты. На поле друг против друга играют представительницы из Барнухемчикского района. В итоге команда «Алдынбулак» выигрывает первую игру со счетом 3-0. Опыт участия в соревнованиях у спортсменок уже имеется. В составе нашей команды есть и преподаватели, и студенты. Участвовали в каждых республиканских соревнованиях по футболу. В Кажуне мы всегда, каждый год участвовали и заняли призовые места и стали чемпионами в прошлом году. Первая игра у нас была с командой Хемчик из Барнухемского Кажуна тоже. И у нас предстоит еще игры. И желаю всем командам удачи. Столкновения в борьбе за мяч порой совсем не женские, но на то и спорт, где нужно показать свою волю к победе и характер. Особую мотивацию придают болельщики и тренеры. Тем временем на поле играет уже другая команда – сборная Министерства образования Тувы. Наш турнир проходит в очень масштабном формате, так как посвящен Международному женскому дню. Я считаю, что женский пол – это не повод для того, чтобы заниматься спортом, и особенно для такого коварного и, может быть, жестокого спорта, как футбол. Наша подготовка, я считаю, что она была, конечно, достойной, и мы надеемся на победу. Все мы дружно вместе, также сплоченно занимаемся футболом, отдельно вне турнира. Турнир проводит не в первый раз. В прошлом году участвовали 13 команд, в текущем 10. Играют 2 тайма по 10 минут. Пропаганда спорта, здорового образа жизни и популяризация мини-футбола. Турнир проводит именно с такой целью. Мы хотим, чтобы у нас женщины, девушки тоже были вовлечены в футбол, занимались, играли. Вот мы проводим один из турниров запланированных. В прошлом году мы играли на День матери, у нас было 13. Вот в этом году мы собрались Международному женскому дню. Есть команды, конечно, они уже, не сказать, что они как бы сформированы до конца, но да, какие-то у них, они кого-то представляют. У нас тут есть и кызыльские, и районные команды. Где-то, например, команда Сбер, это работники Сбербанка, есть педколледж. Вот сейчас играли у нас 2
по-русских команды. В команде мы определили не более 12 на этот турнир, но у них там они сами составляют, у них мы посмотрели от 7 до 10 в основном игроков. У всех есть перспективы, только надо это маленько помогать государству, частникам, чтобы кто возьмет это финансирование, это форма, тренировки и участие в соревнованиях. Соревнований очень много сейчас среди девушек, женщин проводится, поэтому вот мы хотим тоже, чтобы у нас республика тоже в этом плане не отставала. Для мам, жен, сестер это и возможность смены обстановки и привычного распорядка дня, где порой очень мало остается времени для себя любимой. Отметим, что сегодняшние участницы работают в разных сферах и профессиях, а футбол – это возможность разрядиться, наполниться энергией и всегда оставаться в тонусе. Команда Сбербанка уже не первый год показывает отличную игру. В нашей команде 10 человек, примерно плюс-минус. Сегодня мы играли в 9 утра с командой Хербис Судхоль. Выиграли со счетом 17-0. Каждую неделю мы тренируемся в среду, пятницу для общего развития тоже и для процветания футбола, женского футбола в Туве. Я вот тоже не только в футбол играю, и в баскетбол, люблю в теннис поиграть, легкую атлетику, бегаю хорошо. Игра показывает, что девушки систематически играют и вне соревнований. Сегодняшний республиканский турнир позволит выявить лучших игроков и сильнейшие женские команды по мини-футболу. Айра Саша Бамагуш, Айдын Кулар, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели нас. Хорошей вам рабочей недели.